В результате конфликта, произошедшего в местах компактного проживания таджикского и кыргызского населения, произошедшего 13 и 14 марта 2019 года, погибли двое жителей Сфары, более 20 получили различные телесные повреждения. По словам очевидцев, причиной, спровоцировавшей конфликт, стало строительство дороги Кокташ-Аксай-Тамдык близ Джамата Ворух со стороны Кыргызстана. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении ведения строительных работ на спорных территориях. В ответ жители Воруха начали требовать прекращения строительства дороги до решения о демаркации границы между странами. Население нескольких соседних селений Таджикистана и Кыргызстана начали закидывать друг друга камнями. С кыргызской стороны прозвучали выстрелы. 15 марта в селе Аксай Баткенского района Кыргызстана начались двусторонние переговоры по вопросам урегулирования конфликта на таджикско-кыргызской границе. Переговоры проходили под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Азима Ибрахима и вице-премьер-министра Кыргызской республики Жаниша Разакова. Стороны договорились создать двустороннюю оперативную следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента. Кроме того, стороны договорились создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел двух стран по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны госграницы. Второй тур переговоров состоялся 16 марта. Следует отметить, что со стороны силовых структур Кыргызской республики после возникшего конфликта была закрыта единственная дорога, соединяющая анклав Ворух с остальной частью Таджикистана. Дорога, по данным информационных агентств, к 17 марта остается закрытой. По причине закрытия дороги 40-тысячное население Воруха в течение этих дней остается заблокированным. Им даже не дают навестить своих родных, находящихся в больницах Джамата Сурх и города Исфара, которые пострадали в результате конфликта. Пограничники Кыргызстана также не пропустили машину представителей Комитета Красного Креста. Они привезли помощь пострадавшим. И это несмотря на то, что Международный комитет Красного Креста является гуманитарной организацией, осуществляющей свою деятельность во всем мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она представляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Свод основанных на этом принципе правил составляет международное гуманитарное право, в основе которого лежат Женевские конвенции, которые подписали все государства мира, в том числе и Кыргызстан. С полудня 16 марта они находятся в селе Хаджи-Ало Джамата Чоркух и ждут, когда им разрешат направиться в Ворух. Комментировать данную ситуацию представители Красного Креста отказались.